Марата Чирикчиева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение? Позитивное. Позитивное. Мы надеемся. Если нет, то мы вам обязательно передадим это настроение. Спасибо большое. Хорошего вам дня. Да, в Добро первую пожаловать. очередь хочется, конечно, поздравить вас с профессиональным праздником. Мы вас поздравляем. И огромная вам благодарность, потому что именно благодаря вам мы, собственно говоря, можем передать определенную, например, посылку. И сразу же возникает вопрос, будет ли банкет и куда приезжать? Да, сегодня у нас будет торжественное мероприятие в 11:00 в здании Кыргызтелекома, Чуй-Советская. Все, напросились, Чолпон, сегодня мы будем. Ждем. Но вместе с тем я знаю, что Кыргызпочта СУ, что очень приятно, хотя, казалось бы, да, сегодня профессиональный праздник, люди могли просто устроить банкет, как ты сказал. Но вы решили все-таки заниматься доброй деятельностью, творить добро и призывать делать это вместе с нашими согражданами. Скажите, пожалуйста, какое мероприятие стартует сегодня? На самом деле мы сегодня начинаем благотворительную акцию «Подари радость детям» в наших некоторых отделениях почтовой связи. И далее планируем расширить по всей республике. В чем заключается смысл акции? Значит, у нас такие деревья искусственные, на которых висят яблочки. На этих яблочках, значит, у нас фамилии, имена детей из детских домов, где каждый гражданин Кыргызской республики может оформить подписку на данного ребенка наших детских журналов. Здорово, прекрасно. Ой, вы святые люди, спасибо вам Да, огромное. я думаю, что это действительно очень трогательно. И, казалось бы, вроде бы какая-то газета или небольшой подарок, но ведь главное в нашей жизни — это внимание. Внимание, конечно. Как, допустим, наверняка сейчас многие наши телезрители задумались о том, что хотят сделать какой-то приятный сюрприз для детей из детского дома. И для того, чтобы поучаствовать в этой акции, какие шаги необходимо проделать? Вы знаете, вот как я сказал выше, в нашем головном здании, да, по проспекту Чуй, где куранты, Конечно. там вы можете, значит, оформить подписку, там, получается, взять яблочко, выбрать. Они будут прям Да. видны? Там внутри, стоять там, прям на да, там на большое входе? дерево, там такие яблочки висят. Вы можете выбрать, допустим, фамилию, имя ребенка, подойдете к нашему оператору, выбрать детский журнал. Там у нас есть периодичность, на 1 месяц вы можете оформить подписку, на 3, на полгода. И дальше наш оператор уже подскажет, как оформить. И в случае, если вы оформите, ребенок будет получать данный детский журнал. И помимо того, что человек совершает добро, он ведь еще и помогает будущему поколению становиться развитым, потому что действительно сейчас дети в основном проводят свое время либо у гаджетов, либо возле компьютеров за определенными играми. А газета — это всегда прекрасная возможность улучшить свое мировоззрение и кругозор. Вы знаете, я знаю, что в соседних странах практиковали очень интересную вещь. Они совершали как письмо от Санты, да, поздравления тоже для детишек из детских домов. И скажите, планируется ли вами совершить нечто подобное, допустим, получить эти письма от детишек из детских домов и, возможно, также как-то интересно оформить, если есть добрые люди, а они есть однозначно, может быть, они совершат определенные подарки? Да, на самом деле, после вот данной акции мы бы провели дальше вот, эту акцию с письмами детям. То есть на акции «Подари радость детям» мы не собираемся останавливаться. Данная акция она будет постоянной, и дальше мы будем только-только расширяться. По поводу писем, вы знаете, мы в этом году провели под эгидой Всемирного почтового союза. У нас был тоже конкурс эпистолярного жанра, где дети со всей республики должны были написать сочинения. У нас была республиканская комиссия, где отбирались самые лучшие сочинения, и победитель данного сочинения, его сочинение направилось в город Берн, Швейцария, на рассмотрение уже комиссии Всемирного почтового союза. Победителей данного конкурса как раз-таки мы сегодня будем награждать. Прекрасно. А где будет происходить сей событие?
как я сказал выше, в здании Кыргызтелекома. банкетный Прям зал. во Да. время банкета, да? Да, То сегодня. Я бы хотел сказать то, что у нас в данной акции приняло 7451 школьник. Прекрасный показатель, потому что действительно сейчас, опять-таки, для того, чтобы отвлечь ребенка от гаджетов, от компьютеров, нужно действительно постараться, и у вас это получилось, это здорово. Еще хотелось бы поговорить о том, что сейчас президент Кыргызской республики очень активно поддерживает инициативу того, чтобы все было онлайн. И я даже знаю, что совсем скоро будет проходить конференция, посвященная IT-индустрии, для того, чтобы все, так сказать, переходило в электронный формат. И хотелось бы узнать у вас, а как Кыргызпочта СИ работает в этом направлении? Потому что я уверена, что вы это делаете. Да, абсолютно верно. В век информатизации Кыргызпочта СИ тоже не стоит на месте. Поэтому помимо наших традиционных услуг, мы работаем над предоставлением, значит, услуг в области электронной коммерции. То есть мы активно взаимодействуем с интернет-магазинами. Вы знаете, вот есть очень популярные приложения, такие как Amazon, AliExpress. В данном случае вот мы сотрудничаем, у нас очень много граждан, которые заказывают. Вы знаете, чтобы облегчить нашим гражданам данный вид, новый вид, мы открыли центр электронной коммерции, пока что по городу Бишкек, также планируем по республике, где мы нашим гражданам объясняем, как правильно пользоваться данными приложениями. И в случае, если у них нету, допустим, банковских карточек, мы предлагаем воспользоваться нашими карточками. Тем самым мы как бы и помогаем нашим гражданам, и в свою очередь расширяем наши услуги. Здорово, потому что действительно иногда за границей можно заказать такие качественные вещи, и это сделать очень недорого. Сколько в среднем, допустим, стоит Соединенных Штатов Америки, например, заказать, к примеру, изделие, которое весит 1 килограмм? Какое изделие, Чолпан, давай будем конкретнее. Да, в принципе, неважно. Ну, допустим, кроссовки. Кроссовки Килограммовые заказали. кроссовки, да. Вы знаете, вообще почтовый тариф, он как складывается? Это вот Объем. Объем, да, и ответственность Соединенных Штатов. Я даже примерно не скажу. Ну, я не знаю, несколько Считать долларов. надо, да? Несколько долларов. Да. То есть, в принципе, это не так Да. много, потому что вещь, она стоит гораздо дешевле. А у нас потом в Кыргызстане, например, те же кроссовки можно чуть ли не в 2 раза дороже купить. Поэтому я думаю, что действительно очень Да, важно всё верно. пользоваться почтой. Да. Плюс еще, и если учитывая тот факт, то, что вы объясняете и помогаете. Получается, вы еще экономите деньги нашим жителям. Спасибо вам огромное. Мы еще раз от всей души вас поздравляем с вашим профессиональным праздником. На банкете хорошего отдыха вам. Спасибо. Я так думаю, хорошего что дня. вы хотите добавить еще что-то к своей речи, да? Да, я в первую очередь хотел бы поздравить наших сотрудников, сотрудников ГП Кыргызпочта СИ, которых нас насчитывается более 4500. Я хотел бы им сказать спасибо, выразить огромную благодарность за тот нелегкий труд, который они выполняют, за тот кропотливый труд, который зачастую не виден глазам, но играет очень важную роль в жизни не только нашей этой структуры, но и в жизни в целом республики. Вот хотел бы выразить благодарность, пожелать им в первую очередь здоровья, процветания, ну и успехов. Спасибо вам большое. Действительно, поздравляем вас и всех сотрудников, которых оказывается 4500 и даже больше. Да, и наверняка многие из них сейчас смотрят нас. Да, поэтому поздравляем вас с этим прекрасным праздником. Надеемся, что с каждым годом будут улучшаться как и возможности, которые вы предлагаете для нас, для наших сограждан, но и возможности, которые возникают у вас, как для сотрудников. Поэтому спасибо вам большое за вашу добрую деятельность, потому что я считаю, что это прекрасный показатель того, что в Кыргызстане живут добрые люди, которые готовы помогать, готовы реализовывать такого характера проекты. Еще раз поздравляем, желаем вам всего самого наилучшего, Спасибо крепкого большое. здоровья и отличной работы. Конечно. Я напомню нашим телезрителям, сегодня у нас в гостях Марат Черикчиев, заместитель генерального директора Кыргыз
почта СЫ. И, как я сказал бы на мероприятии, следующая композиция посвящается вам. Спасибо.